Чеченский историк Лича Ильясов в своей книге пишет: Аки – горная часть Чечни, граничащая на юге с Кей, на востоке – с Нашхом, на западе – с Елхарой, на севере – с районами чеченского общества Орстхой. Когда-то область была густо заселена. Руины башенных селений Зингали, Битцы, Керети, Воуги, Ами и Тиркале до сих пор напоминают о суровом прошлом этих гор. Основным занятием жителей Аки являлось скотоводство и земледелие. Кроме того, они славились как прекрасные охотники и воины. Акинцы приняли активное участие в Кавказской войне в отрядах имама Шамиля. Многие укрепленные селения осаждались царскими войсками, многие башенные строения были разрушены во время штурма и обстрела из артиллерийских орудий. М.А. Иванов, посетивший Аки в начале прошлого столетия, писал об этом. На возвышенных площадках разбросаны каменные сакли нескольких отселков старшинства. Они группируются в большинстве случаев вокруг старинных башен, которыми вообще богата эта местность, служившая в отдаленном прошлом ареной бесконечных расприй и междоусобиц, а в ближайшую эпоху – борьбы Шамиля с русскими войсками. Об этих последних событиях среди населения сохранились еще свежие воспоминания. Рассказывают о том, как брались русскими крепкие башни, как гремели пушечные выстрелы и артиллерийские снаряды разбивали твердыни горцев. Еще в позднем Средневековье акинцы занимали территории к западу не только от истоков Гэхи, но и Фортанги и Асы. Акинцы Тейпа в Апе жили и в Джейрахском, и в Дарьяльском ущелье, в селениях Ларс, Гвилете. В русских источниках того времени упоминается владетель Ларсова кабака Салтан Мурза, который был родным братом ших Мурзы Окотского. Согласно полевым материалам, чеченский Тейп Богачарый выселился из района, который находится у истоков Сунжи, у горного хребта Богучар. В те времена этот Тейп относился к Тукхуму-Аки, но богачаройцы даже после переселения на правый берег Шару-Аргуна продолжали считать себя частью Акинского Тукхума. Часть богачаройцев еще в XVI веке основала село Богачарый у выхода из Аргунского ущелья, неподалеку от селения Гайты. В 1825 году оно было сожжено русскими войсками в результате трехдневного сражения. Это сражение было описано князем Волконским в одном из писем к своему другу. После окончания Кавказской войны в XIX веке многие жители Аки переселились в Турцию. Тейп в Апе, как и некоторые арстхоевские фамилии, покинул Чечню почти полностью. Несмотря на множество древних селений, до нашего времени в более или менее сохранном виде дошло очень мало памятников архитектуры. В селении Зингале, расположенном к югу от озера Галанчош, на левом берегу реки Гэхи, сохранилось около 20 жилых башен различной сохранности, построенных из хорошо обработанного камня. Отдельные жилые и полубоевые башни сохранились в селениях Битцы, Керети, Мизиркала. Во время последних двух войн они были подвергнуты бомбардировке российскими самолетами. Дожившие до наших дней архитектурные строения свидетельствуют о высоком мастерстве их строителей. Аки, как и Терлеймайста, славилась своими мастерами. Источник – книга Лича Ильясов «Тени вечности». Чеченский историк А.И. Исмаилова в своей статье на чеченском сайте пишет: согласно данным Абу Муслима Таварха, ауховцы с самого начала появления неприятеля в Терско-Сулакском междуречье создали боевую дружину. Видимо, в первое время монголы-татары обосновались за Тереком, а затем, стремясь захватить и предгорную часть, переходили реку и устраивали нападения на жителей, которые после прохождения первой волны захватчиков начали селиться на плоскости. Такими вылазками они не давали возможность мирно жить. С ними и боролись ауховские дружины. В какой-то период в этой войне ауховцев возглавлял Таймасха. В одном из крупных сражений на Тереке он погиб. Как и все народы северо-восточного Кавказа, не покорились монголо-татарам и ауховцы. Ведь известно же высказывание по этому поводу европейского посла, отметившего, что местные люди северо-восточного Кавказа равным образом не подчинены татарам. Частые вылазки золота ордынцев на ауховские земли вынуждали его обитателей быть всегда наготове к отражению набегов. В одном из таких набегов золото ордынские полчища напали на ауховское село, которое стояло на месте нынешнего Баони-юрта и расположенное в предгорной полосе. Легенда, сохранившаяся в памяти народа, гласит, что это было, когда жители укрылись у себя дома перед ужином. Золото-ордынцы никого не щадили. Им нужно было имущество и скот. Но в первую очередь они истребляли население. Кто-то спасся и укрылся в Кэшенгале, сообщается в легенде. Очень скоро Золотая Орда оккупировала Аух. Золото-ордынцы заняли стратегические важные пункты, основали там свои гарнизоны. В тот период, когда золото-ордынцы оккупировали Аух, его жителям пришлось потесниться вглубь своих гор. Однако набеги неприятеля доходили до самых глубин Ауховских гор.
Со второй половины XIII века ауховцы создали довольно сильную дружину, которая нередко ввязывалась в крупные сражения с золотоордынцами. Ауховские хронисты называют 5 крупных сражений ауховцев с золотоордынцами. Вскоре из Ауха ушли гарнизоны золотоордынских войск. Однако уход Золотой Орды из Ауха нельзя связать только с освободительной борьбой ауховского народа. Скорее всего, это произошло от того, что по Приморскому Дагестану на север продвигался Тимур, который также воевал с Золотой Ордой и прибыл на Кавказ с целью вытеснить ее войска из Кавказа. Но нельзя отрицать и то, что ауховцы решительно выступали против пребывания золотоордынцев на своей территории. Постоянная борьба ауховцев и появление на Кавказе более сильного противника, Тимура, возможно, вынудили золотоордынцев эвакуировать свои гарнизоны из Ауха и укрепиться за рекой Терек. Преследуя золотоордынцев, Тимур дошел до Терека и разбил их на реке Терек. Это произошло в 1395 году. Чуть позже Тимур совершил большой поход на Северный Кавказ и разбил войска Золотой Орды. В обратном пути полчища Тимура остановились на предгорье горы Аухар. Войска Тимура совершили налеты на соседние районы. А по поводу ауховцев, воевавших ранее с золотоордынцами, Тимур распорядился, чтобы войско совершенно не трогало их и не причиняло им ни малого, ни большего ущерба. Сколько времени Тимур был в Аухе, или Аухаре, как написано в восточных источниках, нет сведений. Но в предгорной полосе Ауха есть местность, именуемая ауховцами, Астах, Тимар, Ор, Ров, Хромого Тимура. Все это свидетельствует о доброжелательном отношении свирепого Тимура к ауховскому населению. В то время, когда Тимур истреблял ни в чем не повинных людей в Южном Дагестане, в регионе вновь создалась тревожная обстановка. Надо было как-то усмирить оголтевших чужеземцев. Против Тимура подняли свои войска и казикумухские вельможи. Нужно полагать, что они обратились за помощью к ауховским предводителям. Был создан смешанный отряд в количестве 3000 воинов из ауховцев и казикумухцев. Видимо, ауховские предводители выделили для этого отряда определенное количество воинов, а сами, полностью, в этом походе против Тимура участие не принимали. Когда Тимур осаждал дагестанское село Акуша под начальством казикумухского шовхала, эти войска были направлены против Тимура. Но во время отдыха неожиданно на них напали отборные войска Тимура. Часть из них была перебита, часть была взята в плен. А шовхала обезглавили. Тимур был возмущен и удивлен, почему ауховцы и казикумухцы, ранее воевавшие с золотоордынцами, осмелились выступить против него. Оставшихся в живых из смешанного отряда ауховцев и казикумухцев Тимур отпустил по домам с тем, чтобы к нему пришли главари этих народов. К Тимуру пришли ауховские и казикумухские вельможи. Мирозавоеватель обласкал их разными милостями, одеждами, золотыми поясами для мечей, арабскими конями. По-видимому, прежде чем покинуть эти края, Тимур решил распределить захваченную им территорию между ауховцами и казикумухцами. Вскоре после этого Тимур ушел из Дагестана, а потом вообще покинул пределы Кавказа. Освободившись от ужасов опустошительных набегов золотоордынцев и геноцида Тимура, кавказские народы, наконец, на некоторое время обрели мирную передышку. Это было лучшее время, приобретенное народом после долгих истязаний, которые длились почти 300 лет. После наступления мирного времени с гор на предгорье начало переселяться ауховское население, оставшееся в живых от ужасов прошлого. Источник, статья «Нашествие монголо-татар на Северный Кавказ» на примере Ауха и его последствия, Исмаилова, сайт «Чеченское государство. Путь. Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека. Пашкова романа». Чеченский историк А. Сулейманов в своей книге пишет: Акхин, Авхоин, Мохк, так называется территория исторического обитания чеченского племени, коренного населения Междуречья, акинцев, ауховцев. Если в прошлом акинцы Авхой жили на всем пространстве между реками Сулак, Терек и Каспийским морем, то позже, в результате борьбы с Золотоордынским ханством, нашествием полчищ Тимура, длительной Кавказской войны, карта исторического обитания акинцев, ауховцев десятки раз перекраивалась, этническая ситуация на Северном Кавказе не раз менялась и не всегда в пользу коренного населения. Напрасны труды тех, кто пытается внушить самим акинцам, ауховцам и их соседним племенам, что акинцы-ауховцы не являются коренными жителями Междуречья, Сулак, Терек. Давайте спросим у давних врагов акинских. Они расскажут правду, и не ради нас, живущих сегодня, а ради тех коварных целей, которые они вынашивали против чеченцев. В одной работе написано обращение генерал-майора Пула. Там написано следующее: к управлению начальника левого фланга Кавказской линии отнесено пространство, ограниченное главным хребтом гор, реками Андийским Кайсу, Сулаком, Каспийским морем и реками Тереком, Асой, Даут-Мартаном.
Главное народонаселение этого пространства составляет чеченское племя, самое сильное, самое буйное и воинственное из всех кавказских народов. Работа «Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х годах XIX века». Махачкала, 1959 год. Дагестанский филиал АН СССР, страница 280, документ номер 154. Докладная записка генерал-майора Пула о положении на левом фланге Кавказской линии с 1834 по 1840 годы и мерах, необходимых к упрочению власти царского правительства над горцами. 1840 год. Точнее не скажет даже самый заклятый враг или близкий друг. Источник, книга А. Сулейманов, топонимия Чечни, Нальчик, издательский центр Эльфа, 1997 год, глава Акиин, Авхойн, Мохк. Чеченский историк А. Адилсултанов и русский историк Ю.Г. Кальчук в своей статье пишут, первоначально контакты акинцев, ауховцев с русскими развивались мирно, о чем свидетельствует союзный договор 1588 года. Однако достаточно скоро характер отношений стал меняться. На наш взгляд, это было обусловлено двумя факторами. Акинцы, ауховцы, продолжали жить, сохраняя формы общинной социальной организации. Их общественный строй казался набирающей мощь государственной машине России примитивным, не заслуживающим внимания в процессе принятия каких-то серьезных решений. Но, наталкиваясь на неожиданное сопротивление, российские власти проводили карательные акции. В 1785-1791 годах пастух Мансур Ушурма, став имамом, объединил горцев и возглавил их борьбу против царских войск. К нему присоединились акинцы, ауховцы, которые выдвинули также и своих собственных лидеров. Подавление этого движения привело к массовому истреблению акинского, ауховского населения и насаждению колониальной администрации в равнинных районах. Однако это было лишь прелюдией Большой Кавказской войны, развернувшейся в 20-50-х годах XIX века. Поскольку российское правительство не хотело соглашаться на существование здесь каких-либо форм государственности отдельных народов, борьба сразу приняла бескомпромиссный характер. Для всех частей чеченского этноса Кавказская война, по своей сути, являлась национально-освободительной. Ожесточенные военные действия поставили акинское, ауховское население на грань физического уничтожения. Люди не только гибли, но и тысячами бежали из родных мест в Турцию, Сирию и Иорданию. Источник, статья «Чеченцы, акинцы, ауховцы и их гражданские формирования». Ю.Г. Кальчук. А. Адилсултанов. Сайт Чечен.Инфо. Чеченский историк А. Адилсултанов в газете «Грозненский рабочий» выпуска 19 апреля 1990 года написал статью, посвященную ауховцам. Он писал: в научной литературе акинцы, ауховцы известны со времен установления русско-чечено-ингушских связей XVI-XVIII веков, а также по отрывочным сведениям об Аухе и его жителях XVIII-XIX веков. В то же время нет ни одного исследования по истории этой этнической группы до XVI века, и создавалось впечатление, будто до указанного периода ее не существовало. Но это далеко не так. Акинцы, ауховцы, являются одним из крупных подразделений чеченского народа, сложившимся в результате долгого исторического развития. В настоящее время они проживают на территории современного Дагестана, в Хасавюртовском, Навалакском, Казбековском, Баба-Юртовском районах. Сами же акинцы, ауховцы, сохраняют свое этническое самосознание, выделяясь в отдельную этнотерриториальную группу. В настоящее время их насчитывается более 70 тысяч человек. Вообще наиболее ранние сведения об акинцах-ауховцах относятся к началу нашей эры. Большим подспорьем могут служить, по нашему мнению, результаты археологических исследований, проведенных во второй половине 60-х годов экспедиции Ленинградского госуниверситета под руководством А.В. Гадло на территории Ауха. Памятником для раскопок были выбраны остатки крепости, называемые акинцами, ауховцами, Газар-Гала, что соответствует тюркскому, Кьязар-Кьяла, то есть Хазарская крепость. Характеризуя этот памятник, А.В. Гадло пишет, что он представляет собой типичный рядовой комплекс, включающий остатки городища, насыщенный керамикой, аналогичный для большой группы бытовых памятников Восточного Предкавказья. Городище, по мнению ученого, просуществовало до конца IX века, что совпадает со временем максимальной хазарской экспансии на Северном Кавказе. Выделяя время активного существования памятника с I века до нашей эры по VIII-IX век нашей эры А.В. Гадло отмечает, что именно в этот период могло возникнуть у бытовавших в верховьях реки Ярыксу-Вайнахов название урочища Газар-Гала, определившее место хазарского укрепления, которое контролировало дорогу из степи в горы. Заселенность этой территории к началу нашей эры не вызывает сомнений.
Это подтверждается и наличием здесь культурного слоя местных аборигенов. Немногочисленные археологические исследования, проведенные на территории Ауха, свидетельствуют о беспрерывности оседлых традиций населения данного региона. В источниках V-VI веков мы также находим свидетельства об акинцах, ауховцах. Так, сирийский источник, хроника Захария Ритора, в числе 13 народов Северного Кавказа называет и племя Аугар, под которым можно видеть акинцев-ауховцев, аук, аух, ар, суффиксы множественного числа. Итак, начало нашей эры, согласно письменным и археологическим сведениям, застает акинцев, ауховцев в Терско-Сулакском междуречье. О последующих же событиях XIII-XIV веков сохранились уже более обширные сообщения в ауховских хрониках и свидетельствах летописцев похода Тимура. Поэтому, подводя итог всему сказанному, мы не можем согласиться с довольно устоявшимся в современной исторической науке мнением, согласно которому Терско-Сулакское междуречье было заселено акинцами, ауховцами, только в XIV-XVI веках. Это не соответствует, на наш взгляд, истине. Пишет Адил Султанов, обращая внимание на то, что акинцы, ауховцы уже проживали в Терско-Сулакском междуречье в древнейший период, в начале нашей эры. Данная газета есть на сайте чеченцев-акинцев, более подробно читайте источник, статья «Благодатная земля, Панна, Мохк», сайт АКА, чеченцы-акинцы. Чеченский историк З. А. Тисаев в своей статье описывает рассказ акинца Х. М. Эльмурзаева, который записывал Ю. Ш. Товбулатов, акинец Х. М. Эльмурзаев объясняет: «Я вовсе не утверждаю, что все, что я говорю, может быть абсолютной правдой. У каждого человека и у каждого рода своя правда. Я слышал от старших, что нас назвали Акхи, потому что предки нашего племени очень любили коней, на них они мчались по всему белому свету. Когда в войнах мы пережили трагедию, близкую к полному исчезновению, наши предки, не желая сдаваться и идти на поклон врагу и соседям, перешедшим на их сторону, уходили с тех мест, и это было не раз. Говорят, поэтому нас назвали Акхи, то есть охотники, беженцы, горцы, намады, как нас только не называли. Но это имеет под собой основу. Предки акинского племени постепенно осели в Осетии, Горной Чечне, Дарьяле, Ставрополе и Нохчи, Аухе, до самого острова Чичан-Нахчо. Ю. Ш. Товбулатов. А как стал ваш предок, Вакхалан Пулат, вождем общества, что рассказывали ваши старшие об этом? Х. М. Эльмурзаев. Когда он вернулся в Чечню, он жил в неприступной башне Ваки. Во главе своей дружины он делал набеги. Вокхал потерял к старости многих близких и всех воинов. Он решил жениться на дочери вождя аула Вауги. Тот ему отказал, сказав, что ему не нужен человек, который потерял свои земли и занимается набегами. Вождь Вауги был недоволен. Вокхал совершил однажды набег на Вауги, но, потеряв много людей, ушел. Затем в одном из набегов он украл дочь вождя Вауги с целью женитьбы. Вождь Вауги объявил ему кровную месть. Несколько лет Пулат делал набеги на Вауги и окрестные селения, а те делали набеги в отместку. Эта вражда надоела людям, тогда старшие обратились к терлаевцам, нашхоевцам и чинтийцам, чтобы они, как третья страна, примирили враждующие роды Ваки. Но вождь Вауги категорически не хотел идти на уступки. Вауга было главным поселением Аки. Сыновья вождя Вауги погибли. Однажды в Вауге проходил турнир. В этом турнире победил Вокхал, метнув дальше всех стрелу. Приглашенные старейшины Чантий, Нашхой и Терлой примирили враждующие стороны, и вождь Вауги вынужден был прислушаться к мнению старейшин, но условием вождя было, чтобы Вокхал Пулат пришел к нему, и тот изобьет его. Пулат принял эти условия и для примирения дал себя избить палкой. С тех пор Вакхалан Пула стал возглавлять набеги со всей Аки. Земли Аки стали пустеть, люди умирали от ран и голода. Вакхалан Пула решил объединить силы с родом Акхберга Шовхала. Сваты попросили дочь Вакхала для Меэтхана. Акхберг со своими людьми и дружиной заселили Кей, до этого он жил в Геличу. Вакхалан Пулат пытался закрепиться в Дарьяле, но местное население и грузины вытесняли его. Он потерял много людей и единственного брата. Затем много раз Вакхалан Пула пытался вернуть земли, где сейчас стоят села Гэхи, Валерик, Ачхой-Мартан. Набеги делали акинцы Дудар и Лорс. Ю. Ш. Товбулатов. О каком Дударе идет речь? Это исторический Алдар-Дудар? Х. М. Эльмурзаев. Да, тот самый. Его род и дружина переселились из Аки в Дарьял. Когда-то наши предки контролировали часть Дарьяла, Кассирское ущелье, Ирон и Санибу. По всей видимости, речь идет о сфере влияния Дударовых. Насколько это правда, я не могу точно сказать, но люди рассказывали, когда я был еще мальчиком.
Дудар был очень богатым человеком, и воины его были хорошо обучены, вооружены и преданы ему. Он нападал на жестоких князей, распускал их людей, забирал богатство, оставляя им часть, тем самым показывая уважение к врагам. В каждом обществе, которое враждовало с чеченцами, он делал набеги и возводил башни, чтобы укрыться в случае внезапного нападения. Его путь из Аки в Дарьял был нелегким. Родовая башня Дударовых находилась в ауле Ткиста. Это были очень мужественные люди. Вакхалан Пулат, Дудар и Акберг спасли людей Аки от взаимного истребления и сумели укрепить свое общество, наладить дружеские отношения с соседними обществами, выдержали голод и оттеснили пришлых князей. Они боролись за свой народ, как и все нохчи. Чтобы не прослыть, что акинцы страдали от голодной смерти, наши предки делали по нескольку набегов на врагов, занявших наши земли. Одни нападали на воинов, другие отбивали скот и лошадей. У людей были деньги и золото, но не хватало еды, не хватало прокорма лошадям. Представьте себе, что чеченец, чтобы выжить, должен был зарезать свою лошадь. Лошадь для чеченца была всем. Источник, статья, Тесаев, З.А., области Ака и Терлой в материалах Ю.Ш. Тавбулатова, конец XIV. Начало XVI века. Сайт чеченцев-акинцев сообщает, акинцы утверждают, что лет 400 или более тому назад из галгаевских обществ пришли вооруженные люди, европейцы, поселились близ Галанчорского озера. На горе, лежащей на южном берегу его, они выстроили церковь, обнесли ее каменную оградою с 4 воротами для тушин, галгаевцев и местных племен. Каждые ворота обращены были к горам, занятым упомянутыми племенами. Постройка церкви сопровождалась большими затруднениями и препятствиями со стороны горцев, в то время еще язычников, но несмотря на то, церковь была воздвигнута и тогда. Из Чечни, Грузии, Галгая и окрестных обществ стали стекаться люди молиться в церкви Богу христиан, и каждый народ входил отдельно в ворота, для него в ограде сделанные. Несколько лет продолжался этот порядок вещей, и европейцы находились в самых миролюбивых и дружеских отношениях с туземцами. Но потом мало-помалу они стали теснить этих последних, отнимать у них женщин, имущество, и все фамилии горские, даже и те, которые между собой враждовали, заключивший союз, восстали на пришельцев. После кратковременной, но упорной и кровавой войны, европейцы были побеждены и удалились опять той же дорогою через Галгай. Акинцы и терлаевцы до сих пор еще показывают то место, где был у них с этими чужеземцами последний кровавый бой, после которого они вынуждены были отступить. Источник, сайт, Ака, чеченцы-акинцы. Статья «Фольклорные легенды и родовые этногенетические предания акинцев». Чеченский историк Лёма Цантароев в своей статье пишет, углубляясь в горах Чечни, мы очутились в горах глубинной Аки, шли мы долго, пока не очутились в местах, где когда-то располагался древнейший и буйный чеченский аул, Валерик. По рассказам людей, жители этого аула отличались своим беспокойным характером. По тем же рассказам выходцев из бывшего Галанчорского округа, из этого аула вышел отряд чеченцев во главе с братьями Дюрда и Губаник, оба брата, прямые потомки Вокола. Этот аул, по преданиям, заложил Вокол. Вокол был аборигенным акинцем, потому что являлся потомком Вока-Пулы. Свято помнят нахчинцы место рождения Турпала-Нахчо в ауле Нашхой. Количество преданий богато рассказами о рождении Турпала-Нахчо. Также сообщается не только аул, в котором он родился, но и время, ночь и даже события, необычно выли волки. Аул Нашхой лежал в горах Чечни, в урочище горной Аки. Лам-Ака была обширной горной страной пронахчинцев, а сердцем ее была Нашиха. Иногда чеченцы под Нашихой подразумевали весь бывший Галанчорский район Чечни, подчеркивая, что там жили предки вайнахов. Источник, статья, Лёма Цантароев. Геладхай, гулетцы. Кто они? Сайт Чечен-Инфо. Сайт чеченцев-акинцев сообщает, мужчина Вокол из горного общества Аки спустился с гор на равнину и поселился жить вблизи галгаевцев, уже проживавших там. Вокол раскорчевал лес и сделал себе ирзу, поляну для жилья и ведения хозяйства. Жил он на этом ирзу некоторое время, но его затем вытеснили галгайцы. Вокол был одинок и не стал сопротивляться. «Если вырастут у меня сыновья, то я отомщу галгайцам», решил он и подался обратно в горы. Но у Вокола вырос только один сын. И далее в 5 поколениях сыновья у него не множились. От 5-го потомка его Гамболта выросли 2 сына, Хажа и Дурда. Затем у Хажи выросло 5 сыновей, а у Дурды – 9. Отцы и их сыновья, все 16, потребовали у галгайцев вернуть ирзу. Но галгайцы отнеслись к их требованию столь пренебрежительно, что в ответ начали танцевать. Тогда они с боем пошли на галгайцев и изгнали их. При этом погибло 2 сына Хажи, Элаха и Али.
Хажи и его оставшиеся сыновья, боясь галгаевцев, не стали жить на отвоеванной земле, а поселились в местечке Механ-Барс, которое находится на границе сел Валерик и Шалажи. Неоднократно двое братьев с сыновьями и галгаевцы воевали друг с другом. Братьям помогали другие акинцы, чтобы добыть себе скот. Говорят, что один из галгаевцев сказал: «Ирзу Вокола очень хорошая, и мы должны его отстоять». Но тамада галгайцев ответил: «Это Ирзу скорее гибельная, нежели хорошая, Валар Ирзо». Галгаевцы часто выходили за свое село и слали проклятие в сторону Хажи и его сыновей. В дальнейшей борьбе за это Ирзу у Хажи погибло 3 сыновей, а у Дурды 4 или 5. Хажа и Дурда решили, что им не под силу тягаться с галгаевцами, и расселились в разных местах, поменяв свои имена, чтобы избежать мести галгаевцев. Галгаевцы Ирзу Вокола назвали Валаран Ирзо, поляна гибели или смерти, а Хажиевых и Дурдиевых, считая, что все равно они их уничтожат, назвали Валаркхой, которые погибнут или гибнущие. Лет 30 скитались потомки Хажиевых и Дурдиевых от преследований галгаевцев и, наконец, осели жить на границе сел Валерик и Шалажи. Они думали, что галгаевцы их не знают, но те знали и продолжали мстить, убивая из них то одного, то другого. Галгаевцы назвали их поселение Валаркхоин-Юрт, село тех, кто погибнет. Они дали такое название потому, что имели намерение рано или поздно расправиться с ними. И сейчас в тех местах стоят надмогильные камни на могилах Хажи и Дурды. Боясь галгаевцев, потомки Хажи и Дурды стали подселять к себе единоплеменных кинцев и образовали село. Людей стало настолько много, что вскоре они изгнали галгайцев. Немного менее 100 лет до прихода генерала Слепцова всех галгаевцев изгнали с тех мест до границы, где теперь лежит село Шаами-Юрт. Все люди знают, что галгаевцы назвали дом Хажи домом Валаркхой. Но они же скрывают это прозвище и утверждают, что Валерик отвоеван ими, а кто были прежние жители Валаркхой, они не знают. Речку, которая протекает близ села Валерик и через поляну Валар-Ирзу, кинцы назвали Валар-Хий, речка гибели, смерти. В 1977 году, рассказал Магомед Эльмурзаев, 90 лет, житель села Валерик, записал З. Мумадов, источник, сайт, АК, чеченцы-акинцы, статья, фольклорные легенды и родовые, этногенетические, предания акинцев. Сайт чеченцев-акинцев сообщает: Акмер и его сын Мэт, жившие на плоскости, там, где жил и Шавхал Тарковский, ушли в горы и обосновались в местечке, где теперь находится село Ака. Акмер имел товарищей, с которыми он ходил в набеги за княжескими табунами. Однажды, когда они собрались в очередной набег, 13-летний Мэт попросил отца взять его с собою. Отец ответил, что Мэт еще мал и ему рано ходить в походы. Акмер и его товарищи тронулись в путь, следом за ними пошел и Мэт. Таясь и прячась, он шел за ними. Когда они стали приближаться к месту, где находится село Газан, отец, оглянувшись, случайно увидел сына. За ослушание и неисполнение его воли Акмер направил на сына ружье с намерением убить его. Но товарищи остановили Акмера и сказали ему, что его сын уже далеко отошел от дома, и пусть он идет вместе с ними, пусть догоняет их. Отец разрешил. Доехали они до места, где находится аул Дотбух, недалеко от аула Цича-Ахка. Там из леса выбежал олень. За ним бежал волк. Пока ехавшие сообразили, в чем дело, Мэт быстро снял с плеча рядом ехавшего всадника винтовку, приложил к плечу и выстрелил. Олень упал. Вторым выстрелом Мэт уложил волка. С тех пор про Мэда начали говорить: Акмеров Мэт, за раз убивающий оленя и волка. Мэт вырос. Сначала он жил в Аках. Как-то его корова в период течки ушла со двора. Он нашел ее в местечке Зингал. Опустилась ночь, и Мэт устроился там на ночлег. Воткнув в землю свой посох, он лег. Утром Мэт увидел, что на его посохе голубь свил гнездо. Понял Мэт, что это место очень благодатное, построил там башню и стал в ней жить. В Аках жил некий муж по имени Вокол. Жители аула Шидал угнали весь его скот вместе с пастухами. В то же время друзья Мэда, не давая Мэду знать об этом, сватали за него дочь Вокола. Но отец отказал им, он сказал: они люди без доли и без пашин, живут там, куда приткнутся. Не выдам я свою дочь за Мэда. О проводимом друзьями сватовстве и о словах Вокола Мэт ничего не знал, но ему было известно, что у него угнана скотина. Мэт начал скликать людей и вместе с ними пошел по следу шидалойцев. Между местечками Гулаевское Амче и Мелхинское Амче имеется большой холм. На нем шидалойцы остановились на ночлег. Недалеко от них с людьми остановился и Мэт. Он послал к шидалойцам посыльного сказать: «К вам явилась волчица с 12 волчатами, она просит у вас ужина».
Один из шедалойцев был более понятливым, чем другие, и поэтому он предложил своим товарищам: «Пошлите ужин и верните скот хозяевам. Иначе нам не сдобровать». Но товарищи ответили, что они никого не боятся и ничего не вернут. Тогда этот шедалоец сказал им: «Если вы поступаете так, то я не участвую в доле этой добычи. Я и мой сын уходим». Они ушли. Лишь начал брезжить рассвет, Мэт со своими людьми, словно туча, налетел на шедалойцев. Разгорелся бой, и все шедалойцы были перебиты. Весь отбитый скот и бывших при нем пастухов Мэт отвел в Аку и пустил во двор Вокола. Вокол узнал, что это дело рук Мэда. Он позвал сватов, ходивших к нему ранее. Вокол сказал им, чтобы они забрали невесту. Так женился Мэт. Шедалойцы очень переживали, что их постигла такая беда и такой позор. Один из них выделялся своей силой и храбростью. Он сказал: «Надо пленить Мэда. Позор нам. Я сам схвачу его, расскажите, какой он из себя». Один из шедалойцев рассказал все, что ему было известно о Мэде. Конь у него серый с черными коленами. Сам он роста большого, любит напевать песни. За добычей он ездит мимо аула Газан, а далее по земле галгайцев. Возвращаясь с добычей, едет мимо Газан вверх, затем въезжает на местечко Муйткера, едет по Средней горе и спускается в аул Зингал. По этой дороге ты и сможешь найти Мэда. Шедалоец сел в засаду у местечка Муйткера. Он увидел Мэда, который ехал и напевал песенку. Мэд должен был проехать между двумя огромными камнями. Как только он оказался между ними, шедалоец выскочил из-за камня, вскочил на коня Мэда и уселся сзади него. Затем он из-за спины Мэда потянул повод уздечки в ту сторону, где жили мелхинцы. Шедалоец считал, что Мэд его пленник, и он позволит отвести себя в Шедал. Но Мэд не обратил на него никакого внимания, словно это села муха, и потянул повод в сторону Зингал. Шедалоец во второй раз потянул повод в свою сторону. Мэд потянул в Зингал. Когда шедалоец в третий раз потянул повод, Мэду надоела эта игра. Он правой рукой схватил за шею шедалойца, сидевшего сзади. Притянул к низу и зажал его голову под свое правое колено. Говорят, что позже шедалоец сам рассказывал: когда Мэд нажимал колено, он не мог вздохнуть, если Мэд отпускал колено, то кое-как еще мог дышать. Мэд привез шедалойца в Зингал и посадил его на верхний этаж своей башни. Оттуда пленник не мог спуститься. Мать шедалойца узнала, что ее сын пленен. Она прибыла в Зингал с подарками для Мэда и его матери. Для матери она привезла шелковое платье, а для Мэда шелковый бешмет. Плечи матери не пролезли через подаренное платье, в рукав бешмета не вместилась даже кисть руки Мэда. Мать Мэда попросила сесть гостью на свой стул. Когда гостья села, ее ноги и наполовину не доставали до пола. Такие были рослые люди в семье Мэда. Мать пленника приняли как почетную гостью. В ее честь Мэд зарезал барана, спустил вниз пленника. С тех пор Мэд и шедалоец стали побратимами, и это родство соблюдалось их потомками вплоть до недавнего времени. Шедалоец и его мать собрались ехать домой. Расставаясь, шедалоец сказал: «В память о себе хочу вашим людям оставить одну примету. Сидя наверху башни, я приметил за эти 17 дней: когда ляжет туман на вершину Кайба-Корта, быть непогоде, когда же туман ляжет на вершину, где убит Алда, установится хорошая погода. В ущелье Ака справа стоит белый солнечный могильник. Он имеет 2 этажа. Пришло время, Мэд умер, и его положили в этот могильник. Люди и сейчас называют этот могильник Медкаша». В 1973 году рассказал Исмаил Медович Мурадов, 1929 года рождения, житель села Бамут. Записал И. Дахкильгов. По приведенной информатором генеалогии, Мэд является его 9-м предком. Источник – сайт Ака «Чеченцы-акинцы». Статья «Фольклорные легенды и родовые, этногенетические предания акинцев». Чеченский историк Индарби Бызов в своей статье пишет: по акинским тептарам их прародина находилась в районе горы Казбек и занимала территорию Дарьяльского ущелья. В 1118 году, по приглашению грузинского царя, через Дарьял в Грузию прошли орды половцев. Такие перемещения многотысячных толп кочевников всегда сопровождались погромами местного населения. Возможно, что это и было первым нашествием, вынудившим акинцев переместиться к востоку. Сами акинские источники согласуются с этим выводом, говоря, что причиной миграции была Грузия. Совершенно верно, учитывая грузино-половецкое союзничество. Второй родиной акинцев стала местность, известная сейчас под названием Лам-Акха и расположенная в западной части Чечни. Дальнейшая их миграция под давлением кочевников, возможно монголов, достигла Нажай, Юртовского района современной Чечни. Территории, на которых также поселились акинцы,
были населены в древности вайнахским племенем Авхар, о котором упоминал еще Геродот, 5 век до нашей эры, под названием Авхат. Так что акинцы были не первыми чеченцами, освоившими эти земли. Археологические материалы 3 века до нашей эры и первых веков нашей эры из раскопок в Балансу, Хазар-Кала, Навалакском, Ямансу и других говорят о том, что земли эти в тот период были заняты вайнахами. Так городище Хазар-Кала, Газар-Гала, возникло в 1 веке до нашей эры. В IV веке вокруг городища был воздвигнут вал, что говорит о возникшей опасности со стороны степей. В VII веке крепость пала под ударами хазар, которые вскоре на этом же месте заложили свое укрепление. Однако местное ауховское население не исчезает, а входит в состав хазарского каганата. Сирийский источник «Хроника Захария Ритора» упоминает народ Аугар под 555 годом нашей эры. В VIII веке, в период арабо-хазарских войн, боевые действия проходили на территории Ауха. В 735-736 годах арабский полководец Мерван сумел захватить и уничтожить 2 хазарские крепости, населенные аухарами – Кешне, Кишень, Аух и Хасни, Хиснума. Отряды ауховцев в составе хазарской армии возглавил предводитель Агук-Шагин. Примерно в IX-XII веках, по данным археологии, Аух пополняется новыми волнами чеченской миграции. Это были горцы, вынужденные искать новые места обитания в связи с перенаселенностью в горах. Серьезный удар по территории Ауха нанесло монголо-татарское нашествие. За период всего XIII века через эти земли проходили бесчисленные полчища монголов и войск иранских ильханов. Естественно, что не все аухары погибли в этих войнах, но равнинные земли опустели, это факт. На пустующие земли стали спускаться собственно чеченцы Акхи. Предания акинцев говорят, что им пришлось сражаться с кочевниками, которые могли быть ордынцами. Возглавил их тогда Таймасха. Стремление улучшить свой быт заставляло чеченцев искать новые места обитания. В состав переселенцев вошли как собственно акинцы, тайпы, Живой, Зогой, Нокхой, Пхьярчхой, так и западные чеченские общества Пешхой, Чантий, Карабулаки, Мержой, Цичой и общество Вапий. Из восточной части Чечни на равнину спустились Шарой, шаройцы, и Чебрлой, чеберлойцы, а вскоре Тайп-Ширдий. Начиная с древнейших времен, чеченские общества стремились к переселению именно на восток. Почему? Ответ прост: на Кумыкской плоскости снег сходит на 2-3 месяца раньше, чем в горах. Это позволяло земледельцу приступить к полевым работам уже в начале-середине весны, что способствовало более успешному развитию производительности труда и, как следствие, приросту продукта этого труда. Более подробно смотрите источник, сайт Чечен.Инфо, статья Индарби Бызов. Акинцы. Вопросы этногенеза. В целом, интересные данные приводит в данной статье чеченский историк Индарби Бызов. По его знаниям, выходит, чеченцы-акинцы первоначально проживали в районе горы Казбек и занимали территорию Дарьяльского ущелья. Но грузино-половецкое нашествие, носящее недобрый характер, вынудило чеченцев-акинцев мигрировать. По всей видимости, нашествие сопровождалось погромами местного населения, и явно надо заметить тот факт, что, скорее всего, численность грузино-половецкого союза явно во много раз превышала численность чеченцев-акинцев. Второй родиной чеченцев-акинцев стала местность, известная сейчас под названием Лам-Акха и расположенная в западной части Чечни. Дальнейшая их миграция под давлением кочевников, возможно монголов, достигла Нажай, Юртовского района современной Чечни. Монголы, кстати, по чеченским преданиям, представляли также очень многочисленное войско, превышающее по численности местное население. В то же время Индарби Бызов отмечает, что чеченцы-ауховцы, известные у Геродота под названием Авхат, а в хронике сирийского источника «Хроника Захария Ритора» под названием Аугар, проживали в историческом Ауховском районе в древнейший период. Они попали туда только в 15 веке, после миграции горных акинцев, как иногда считается сегодня. Позже к ним мигрировали, влились чеченцы-акинцы и другие чеченцы. То есть чеченцы-ауховцы проживали в историческом Ауховском районе в древнейший период. Они не попали туда только в 15 веке, после миграции горных акинцев, как иногда считается сегодня. А также чеченцы-ауховцы – это не только одни чеченцы-акинцы, как иногда считается сегодня. Чеченцы-ауховцы были неким другим чеченским массивом, а позже уже к ним мигрировали, влились чеченцы-акинцы и другие чеченцы. Интересным также является вступление чеченцев-ауховцев в союзные отношения с хазарами. То, что местное ауховское население в старину входило в состав хазарского каганата, несомненно говорит именно об этом.
Также известно, что по палеогенетическим данным ученые-генетики у образцов хазарского каганата из Ростовской области определили Y-хромосомные гаплогруппы R, P 224, C, M 130, G, P 257, Q, M 1105, N, M 231. Источник, статья, Фисенко, Д.О. Арамова, О. Ю. Вдовченков, Е.В. Ивановский, И. Д. Фисенко, О.Е. Поляков, С. А. Фалеева, Т. Г. Филиппова, М. А. Флоринская, В. С. Корниенко, И. В. ДНК, фенотипирование останков из элитных погребений Юга России, хазарского времени. Интересным для нас здесь является также то, что найденная там гаплогруппа GP-257 – это также подгруппа, субклад, гаплогруппы GM-201. Гаплогруппа GM-201 в свою очередь имеет две крупных ветви G2P-287 и G1M-285. Об этом пишет также в своей статье ученый-генетик Литвинов Сергей Сергеевич. Гаплогруппа GM-201 делится на две крупных ветви с отличительной географией. G2P-287 и G1M-285, определяемую мутациями M-285 и M-342. Источник, статья, Литвинов Сергей Сергеевич. Изучение генетической структуры народов Западного Кавказа по данным о полиморфизме Y-хромосомы, митохондриальной ДНК и алу-инсерций. Также известно, что у гаплогруппы GM-201 с ее большими ветвями G2P-287 и G1M-285 наиболее часто встречающимися подгруппами, субкладами. Ее больших ветвей являются подгруппы, субклады, ветви G1M-285 и многие подгруппы, субклады, ветви G2P-287, особенно такие как G2A-P15, G2A1, подгруппа, субклад также известна как G, C7535, ранее название GL293, G2A2B2A, GP303, ранее название G2A3B1 и другие. То есть мы видим, что в хазарском ареале были найдены подгруппы, связанные с гаплогруппой GM-201, а гаплогруппа GM-201 и также ее подгруппы, субклады, как раз имеют распространение в чеченском ДНК проекте FamilyTreeDNA Chechen Know-How DNA Project. То есть, проще говоря, вероятно, часть чеченцев действительно вступала с хазарами в союзные отношения. Может, это как раз и была часть ауховцев, как пишет чеченский историк Индар Бибызов. У чеченцев есть разные гаплогруппы с чеченскими корнями J2, J1, L3, Q1A, также есть как раз и G2, а вернее именно G2A1, эта гаплогруппа как раз считается также подгруппой. Субкладом гаплогруппы GM-201, то есть гаплогруппы, от которой был обнаружен субклад в хазарском ареале, хоть и другой, GP-257. Но суть в том, что мы видим, что в хазарском ареале были найдены подгруппы, связанные с гаплогруппой GM-201, а гаплогруппа GM-201 и также ее подгруппы, субклады, как раз имеют распространение в чеченском ДНК проекте FamilyTreeDNA Chechen Know-How DNA Project. Это пока, конечно, минимальные и совсем небольшие данные, но, как видно, возможно, часть чеченцев действительно вступала с хазарами в союзные отношения, может, это как раз и была часть ауховцев, как пишет чеченский историк Индар Бибызов. Глава ДНК акинцев. По генетическим данным, в чеченском проекте ДНК акинцы показывают разные гаплогруппы J2, L3, G2 и другие. Если смотреть фамилии и тайпы в чеченском ДНК проекте, можно видеть, что, к примеру, по гаплогруппе L3 есть акинцы Ларсанов, Керимов, Ильясов, Маматиев, Дасаев, Илаев, Угузаев, Исмаилов, Акаев, Гайсумов, Медов, Банаев, Читаев, Маматов и другие. Из ауховцев по Л3 также есть Эскерханов, Темиргериев, Басханов, Батырсултанов, Магомедов, Матаев. По гаплогруппе J2 есть акинцы, Умаров, Батукаев, Асмаев, Амхадов и другие, ауховцы, Мутиев, Акмурзаев, Махадов, Мусаев, Мингбатыров, Байсунгуров и другие. По гаплогруппе G2 есть акинцы, Гайрабеков, Бекмурзаев, Кантаев, ауховцы, Дибиров. На чеченском форуме также есть информация по генетике, которую публиковал чеченский ученый-генетик Хусейн Чекаев. Пришли данные коренного акинца, прямого потомка Вакхала Пулы, исторического персонажа и одного из основателей акинского общества в Горной Чечне, Галанчожский район, фамилия Бекмурзаев. Хьяжинекий, тайп, род, лам, акхи, национальность чеченец, гаплогруппа G2A1. И данные Дударова из Северной Осетии
потомка исторического Дудара, выходцы из Чечни, общество Аки, G2A1. Источник, сайт, Грамас. Статья «Чеченская республика, чеченцы, Тейпы, Акхи, Дарьяльское ущелье» принадлежала чеченцам Дударовым. Чеченские историки М. Сабаширов и З. А. Тесаев в своей статье пишут: свидетельства исходят от посла короля Франции Людовика IX Вильгельма Рубрука. Накануне Троицына дня пришли к нам какие-то аланы, которых называют Акиас или Акас. В формах AKS, AKS, конечное, S, формант множественного числа. Таким образом, речь идет о некоем аланском племени Акео, Ака. Вильгельм Рубрук пишет: громадные горы, где живут кергис, по-видимому, керги, или черки, черкесы, и алейнс, или акас, они ежедневно сражаются с татарами. Как следует из текста, упоминаемые керги, черкесы и аланы отмечаются источником в пределах Кавказских гор. Таким образом, нет сомнения в том, что упомянутое аланское племя, Акия, Ака, следует искать на Центральном и Северо-Восточном Кавказе. В связи со сказанным напрашивается очевидное фонетическое тождество указанного Вильгельмом Рубруком племени Акия, Ака, с чеченским племенем Аки и областью Ака. Данное общество также состояло в кровном родстве с общиной Эрштхой, или карабулаками, первоначальный генотип которых имел прямое отношение к военной касте Орстхой. В многочисленных источниках указывается на то, что племя Эрштхой, карабулаков, происходит из общины Аки. Источник, статья М. Баширов, З. А. Тесаев, аланское, чеченское племя Аки, по материалам письменных источников, 2020 год. Даргинский историк Уздият Башировна Далгат в своей книге пишет: по другому чеченскому преданию, некий акинец по имени Арштхо, выселившись из своего общества горного акинского общества и спустившись своим родом в Бамутское ущелье, основался у источников, называемых черными ключами, по-кумыкски Карабулак. От населения, основанного здесь Арштхоа, образовалось особое общество, называвшее себя Арштхой. Существовали раздоры не только между фамилиями, но и между родами. Акинцы, от которых по преданиям произошли арштхойцы, карабулаки, считались самым воинственным, непокорным народом. Вражда обществ и фамилий запечатлялась и в эпосе чеченцев и ингушей, где набеги и межродовые раздоры занимают определенное место. По некоторым историческим сведениям, арстахой-карабулаки в период межродовых и межфамильных раздоров были наиболее воинственным и непокорным обществом, которое устрашало и подавляло слабые фамилии и роды, выселявшиеся с гор на плоскость. В те далекие времена Орстхой-карабулаки активно участвовали в поимке пленников и продаже их в Дагестане, в селении Эндери, бывшем на Северном Кавказе центром работорговли. Учитывая довольно сложные и противоречивые внутриплеменные и межплеменные отношения, имевшие место на Северном Кавказе в отдаленные времена, вполне вероятно предположить, что исторические Орстхой-карабулаки могли запечатлеться в памяти народа как люди суровые и мужественные. Возможно, что синхронные рассказы о набегах и грабежах сильного воинственного племени арстхоев-карабулаков в ретроспективном восприятии народа смешались с древними эпическими образами. Тогда-то в процессе эпизации арстхойцы могли внедриться в эпические сказания, превратившись в героическое богатырское племя. Источник. Книга У. Б. Далгат. Героический эпос чеченцев и ингушей. Чеченский историк Тесаев З. А. В своей статье пишет: в данной работе проводится анализ ичкерийского цикла чеченского нардского эпоса с выявлением в нем исторических сведений в свете археологических данных и их сопоставление с социально-политической картиной исследуемого периода. Прежде всего, рассматривается период антифеодального движения в горах в разгар феодальной раздробленности Алании во двух и краткая половине XII века на примере противостояния горцев Дзурдзукетии и военно-феодальной касты Аланского царства, так называемого аланского сословия Ахсартак или Нарт-Орстха. Орстхой не являлись генетически монолитным образованием. Подобно В. Абаеву, отождествляя нартов и Орстхой, и Саидов писал, что некоторые нарт-орстхоевцы были ичкерийского происхождения. По утверждению Ф. Х. Гутнова, к началу X века военная аристократия Алан захватила ведущие позиции в аланском ранеклассовом обществе. Из его высшего слоя, богатаров, происходил царский род Алан Ахсартаговых. Ахсартаговы, как мы выяснили, были и по-прежнему отождествляются с нарт-орстхойцами, то есть кастой Орстхой. Эта же фамилия представляла собой царский род Алан. Источник, статья Тесаев З. А. Антифеодальная борьба чеченцев в период раздробленности аланского государства. Русские и чеченские историки В. Б. Виноградов, С. Ц. Умаров в своей книге пишут,
равнинных акинцев, как и близкородственных им соседей, получивших впоследствии у кумыков и русских эмикарбулаков, горцы-вайнахи называли эрштхой, что значит степняки или живущие на равнине. Акинцы эрштхой не порывали связей с ламакинцами, осознавая свое племенное единство с ними. Связи между горными и плоскостными группами вайнахов были необходимы как для хозяйственных, так и для военно-политических нужд. Плоскостные акинцы, выступая на арене истории как часть аланского раннегосударственного образования, были довольно могущественны. Они, по-видимому, контролировали не только часть предгорных равнин, но и зону Черных гор с их лесами и выходами на плоскость. Источник. Книга В. Б. Виноградов. С. Ц. Умаров. О некоторых ранних вайнахских этнонимах. Интересные также данные есть про ауховцев-вяпинцев. Вяпий, чеченская, вапий, чеченский тайп, входящий в состав общества ауховцев, населяют бывшую чеченскую область Аух нынешнего Дагестана, входят в чеченский Тукхум-Акхи. Ауховцы-вяпинцы также известны как вяпий, вабой. Естественно, вяпинцы проживают сегодня не только на территории бывшего чеченского Ауха, но традиционно формирование чеченского тайпа вяпий, вабой происходило именно в ауховской территории и среде. Поэтому, говоря про чеченскую общину, чеченский тайп, род, вяпий, вабой, их традиционно называют также ауховцами. Либо ауховцы, вяпинцы, ауховские вяпинцы, чеченцы, ауховцы, вяпинцы и так далее. По чеченским преданиям также известно, что прямыми потомками ауховских чеченцев, вяпинцев, являются бацбийцы. Гордый и пылкий народ, сегодня проживающий в Грузии, в крае Кахете, в исторической области Тушетия. Бацбийцы в наши дни уже утрачивают свой родной язык, но характер бацбийцев такой же, как и чеченский. Они бывают пылки, они сильны, а также терпеливы и воинственны, их нравы и характер очень похожи на чеченский. Правда, сегодня есть уже и бацбийцы, которые говорят уже чисто на грузинском языке и уже считающие себя грузинами. Кстати, еще в далеком XIX веке крупнейший востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог Н. Я. Мар писал: «Не скрою, что в горцах Грузии, вместе с ними в Хевсурах, Пшавах, вижу огрузинившиеся чеченские племена». Книга Н. Я. Мар. К истории передвижения ефетических народов с юга на север Кавказа. По чеченским преданиям известны в истории вяпий тяжелые времена после монгольского нашествия, а позже завоевания равнинной части Даймохка Тамерланом. Вяпинцы в то время были заперты в горах. Голод, осада, блокада сделали свое дело. Вассалы-князья со своими дружинами терзали их, как и всех остальных горцев-чеченцев, не склонивших голову. Но честь дорога, говорили предки чеченцев. Известно выражение, приписываемое вяпий, когда потомок пришлого князя пришел с угрозой к вяпий, сказав, что если они не признают новую власть малокабардинских князей, их ждет унижение. На это старейшина ответил: «Мы не рабы, лезущие в князья, убить раненого волка смелости не надо, нам честь дорога, мы потомки великих людей, мы всегда жили свободно и умрем свободно». Также по чеченским преданиям известно, что чеченцы-ауховцы в середине первого тысячелетия нашей эры установили военно-политические отношения с сасанидским Ираном, правитель которого Хасров, I Ануширван, построил на их территории 3 крепости – Кэшен, Гилян и Маскат, для защиты своих границ от набегов кочевников. Также по чеченским преданиям известно, что ауховцы-вяпинцы понесли тяжелые потери во время Кавказской войны в XIX веке. Ауховцы-вяпинцы приняли активное участие в Кавказской войне против царских войск. Многие чеченцы-вяпинцы погибли, позже по завершении войны и победе царских войск большое число тайпа было выселено в Турцию, как до сих пор непокорный элемент, тайп, вместе со многими другими чеченцами, был выселен почти полностью. Но со временем оставшиеся вяпинцы набрали снова численность на Кавказе. В Имамате и Мама-Шамиле были многие чеченцы, как и ауховские чеченцы из тайпа вяпий. Известно и то, что был там даже славянский этнический элемент, там были даже русские, вставшие на сторону горцев. Ауховские вяпинцы были в старину известны и тем, что славились как кузнецы и ремесленники. Это все было известно в преданиях чеченцев конца XIX – начала XX веков. Есть также некоторые предания, что ауховские вяпинцы лишь в XV-XVI веках переселились в Аух. Это не соответствует истине, на наш взгляд. Ведь мы уже привели множество источников, которые гласят, что ауховцы жили в историческом чеченском Аухе в древнейший период. В начале нашей эры они попали туда только в XV веке. Поэтому вопрос еще открыт, и на наш взгляд, ауховские вяпинцы не с XV века проживали в историческом чеченском Аухе, а на самом деле задолго до этого.